Добрый день! Вы смотрите передачу «Акцент», в студии Ольга Старостина. Сегодняшний наш гость – заместитель руководителя Департамента животноводства Министерства сельского хозяйства Республики Жирков Алексей Дмитриевич. Алексей Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Что дает учреждение Дня Саилыка для республики? Как планирует отмечать эту дату? И что нужно для того, чтобы сельское хозяйство динамично развивалось? Алексей Дмитриевич, 6 ноября глава учредил новый республиканский праздник День Саилыка, то есть летнего жилища якутов, который будет ежегодно отмечаться 22 мая. И хотелось бы узнать, что дает учреждение этого праздника для всех якутян, для всей республики? Какое значение имеет? Ну, как мы все знаем, да, из средства массовой информации, наш глава Арсений Сергеевич Николаев от 6 ноября 2018 года номер 150 подписал указ об утверждении Дня Саилыка в Республике Саха-Якутия и отмечать его ежегодно 22 мая. Но если немножко пройти по истории, у нас 22 мая является Николиным днем. По якутскому поверью, с этого дня у нас наступает лето. Этот праздник появился с приходом русских и принятием христианства в день святителя Николая Чудотворца. В этот день принято печь оладьи и варить утиные супы в семьях нашей республики. 22 мая у народа Саха символизируется еще как Новый год. Встреча Нового года – это радость людей нашего народа, которые проживших нашу суровую якутскую зиму. То есть это у нас 8 месяцев суровой зимы наших, на территории Якутии, да, можно сказать. Это день якуты прибавляли к своему возрасту еще один даже прожитый год своей жизни. Но если пройти по указу, да, и смотреть, то в рамках этого указа начнется строительство новых летних ферм, как я говорю, да, и это традиционное ведение нашего сельского хозяйства. А как Министерство сельского хозяйства планирует отмечать эту дату? 22 мая мы ежегодно будем проводить мониторинги и составлять состязания между районами, сколько в каких хозяйствах, в каких районах вышли именно на летнюю ферму. Если пройтись, да, ежегодно у нас на летних фермах выходит около 36 500 голов крупного рогатого скота, из них около 18 тысяч голов коров. Это 22% от всего маточного поголовья крупного рогатого скота в нашей республике. Кстати, летом прошел ряд дискуссионных площадок, где определяли направление развития республики по отраслям, и было отмечено, что все предложения лягут в основу развития сельского хозяйства. И на ваш взгляд, что необходимо отметить в этом указе, что сегодня актуально и что нужно, чтобы сельское хозяйство динамично развивалось? Основная цель и задача нашего министерства, Министерства сельского хозяйства Республики Саха-Якутия, да, является именно создание условий для труда именно работников сферы агропромышленного комплекса всего на территории Республики Саха-Якутия. Да. Если пройтись по нашим летним фермам, да, то в 2018 году всего действует существует, можно сказать, 355 летних ферм. Из них молочного направления 250 летних ферм и 58 откормочных площадок всего, которые. И надо отметить, что большая половина, где-то процентов 85, это постройки 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов постройки прошлого столетия. В рамках этого указа Министерство сельского хозяйства с следующего года начнет именно строительство новых ферм летних. Это у нас это запланировано на 3 года, и министерство планирует построить около 40 летних ферм молочного направления и 20 летних ферм именно мясного направления.
Ну, всего у нас механизированных летников с доильными установками имеется 198, из них вот 152 находятся именно вот в организованных формах хозяйства. Всего, да, ежегодно на летний выходит около полтора тысячи работников, вот, в том числе вот дуэров 700 человек работников и 300 пастухов, 250 техников-ассиминаторов, а также вот 150 учетчиков по молоку. У нас на сегодняшний день валовый надой в летних фермах производится около 84 тысяч тонн молока ежегодно. И через 3 года, в 2022 году, мы должны добиться, реализовав эту господдержку на территории Республики Саха-Якутия, выйти на 87 тысяч тонн молока валовой продукции на территории Республики Саха-Якутия. Ну, следует отметить, да, что на сегодняшний день в республике по летним фермам имеется ряд проблем, которые существуют. Это, во-первых, это снабжение электричества, дороги и создание условий труда, вот, можно сказать. Вот данная поддержка частично решит эти проблемы данные. А вот есть ли положительная динамика в поголовье КРС на этот год, да? И вот насчет коровников тоже хотелось бы узнать. В рамках государственной программы в Республике Саха-Якутия, да, именно у нас есть поддержка именно на строительство животноводческого комплекса на 120 голов, на 240 голов. В прошлом году мы ввели 11 коровников, в этом году ввели мы 2 коровника. Но на следующем году мы планируем где-то ввести около от 5 до 7 животноводческого комплекса. Это от 600 до 840 скотомест ежегодно. А получается, только всего 2 ввели, да? Это с чем связано, получается? Ну, это связано, во-первых, это бюджет. Финансовые вопросы. Так, увеличение по поголовью крупного рогатого скота у нас на 1 ноября 2018 года по сравнению с 1 ноябрем 2017 года у нас в 2017 году всего содержалось 237 337 голов крупного рогатого скота. На 2018 год уже это 239 541 голов крупного рогатого скота. То есть мы планируем, наблюдается положительная тенденция на увеличение от 0,5% до 1% поголовья крупного рогатого скота. То есть в нашей республике уже за последние, можно сказать, за 10 лет, начиная с этого года, наблюдается увеличение именно поголовья крупного рогатого скота на территории нашей республики. Это уже положительная динамика. Да, это уже положительная динамика. Ага, хорошо. Спасибо большое за интересное интервью. Спасибо, что рассказали нам про День Саилыка. С вами была передача «Акцент». До скорых встреч.